Zaman hayırlı olsun saygılı seyirciler. Hoş buluştuk. Efirde GRT kanalı Din Ruhu programmasının hemdağın götürücüsü ben Polina Barbova. Bugün bizde stüdyoda bulunur Komrat kasabasının Ayozlu Ioan Предтеча adına Krisis'in hizmetçisi Dmitri Tanasogla. Zaman hayırlı olsun size Dmitri. Zaman hayırlı olsun. Çok sağ olun. Yine kabul ettiniz bizim teklifimizi de geldiniz bugün yazma tabir önemli, lazımlı hem de faydalı Din Ruhu programmasına. Sağ olasınız siz de çok. Saygılı seyirciler, bir kısa aralıktan sonra biz gene buluşacağız bu stüdyoda. Kalın bizimle. Dmitri, bugünkü kolbemimizde lav gidecek 36. pazar günü için Troitsa yortusundan sonra 36. Evangeliya Matvey'dan 15. glava 21. sıradan 28. sırayadan bir karı için hangisi yaklaştı Hristos'a da yalvardı ilaçlasın diyene onun kızısını. Dmitri, sizin bugün var kolayınız okuyasınız, tanıştırasınız bizim seyredicileri hem de yaşayanları 36. Evangeliya'nın hangisi Ortodoks kiliselerinde gelen pazar gününde fevralin 11'inde okunacak. Buyurunuz. Святая Церковь всегда проявляет заботу в деле спасения рода человеческого. И вот она нам оставила, зная, что Евангелие – это слова жизни, Евангелие – это то, что двигает человеком, и она оставляет в каждый день или в воскресенье особые чтения, которые имеют глубокое назидание для каждого христианина и для человека, который жаждет и ищет спасения. Нашему вниманию предлагается в воскресенье такой момент из жизни Господа, где ясно рассказывается одно событие, связанное с евангельской историей. Предлагаем вашему вниманию вот этот момент. Говорит Господь в то время, что, выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина, хананиянка, выйдя из тех мест, кричала ему: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется». Но он не отвечал ей ни слова, и ученики его, приступив, просили его: «Отпусти ее, потому что кричит за нами». Он же сказал в ответ: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Она, подойдя, кланяясь ему, и говорила: «Господи, помоги мне». Он же сказал в ответ: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она сказала так: «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их». Тогда Иисус сказал ей в ответ: «О, женщина, велика вера твоя, и да будет тебе по желанию твоему». И исцелилась ее дочь в тот час. Dmitri, yakışarsa da tadirinden anladasınız. Nice anlama 36. Evangeli Matvey'den. Ne bu demek? Hani tay kendi uşaklarına verme, sülciz ime, ekmeğe, ne kadar köpeklere. Это евангельское событие очень несет особый характер для каждого из нас и глубоко назидательно. Дело в том, что вот можно потихонечку толковать. Господь, Он не только проповедовал народу иудейскому. И всякий раз, зная, что он всегда окружен народом, он удалялся в места тихие для уединения, для пребывания с учениками, для молитвы. И написано, что он удалился в страны Тирские и Сидонские. Это окраина Иудеи, уже будучи языческая сторона, где люди были идолопоклонники и кланялись божествам, по сути говоря, бесам, называя их богами. И вот Господь, зная, что там эти люди есть, Он удалялся туда для того, чтобы и молиться. Но самое главное другое, что в этих странах и Тирских, и Сидонских люди слышали о Господе, слышали о Христе, слышали о Его словах, о Его чудесах, и молва о Нем распространялась. И вот женщина, которая слышала о Нем, что Он совершает чудеса,
приходит к нему из этих стран, из этих языческих стран, сама будучи язычница, и кричит за Господом, кричит, чтобы Он ее помиловал. Она знала, что Господь Иисус Христос происходил по человечеству из рода Давидова. Знала, что Он Мессия. Она понимала духом, что Он не простой человек, что Он пророк, что Он человек, который принесет утешение и ей, зная, потому что ее дочь тяжело была больна. Больна не просто недугом каким-то, она была бесноватой. Это не дай Бог, чтобы человека постигнуло то, что будет она мучима бесом. И вот, видя страдания своей дочери, исполнившись любви, даже будучи язычницей, исполнившись любви к своим детям, так как в язычестве были люди больше, наверное, жестоковыйные, жестокосердные. И было такое, что даже приносили в жертву своих детей. Но, тем не менее, она, мать, исполнившись любви и сострадания к своей дочери, она кричит за Господом, бежит: «Иисусе, Сыне Давидов, помилуй меня». А Господь, казалось бы, не отвечает ей. Уже ученики просят, что: «Господи, отпусти ее, потому что кричит за нами, нет покоя от нее». Сколько она может кричать? А Господь отвечает ей, казалось бы, жестоко, как будто Он безразличен к ней, но это глубоко не так. Он отвечает и говорит, что «Я послан к погибшим овцам дома Израиля». То есть я пришел для того, чтобы спасти мой народ, еврейский народ, израильский народ, богоизбранный народ. И для них я пришел. Но тем не менее, она слышала это и все равно не перестает звать Господа. Зовет Его. И уже, подойдя к Нему, она не потеряла веру и просит Его. И Он отвечает ей, казалось бы, наверное, оскорбительно и жестоко. Но эти слова побуждают эту язычницу, эту хананиянку, эту женщину еще больше смириться. Она говорит, Господь говорит ей, что нехорошо отбирать хлеб у детей и отдавать псам. Эти слова жестокие, эти слова, но они глубоко назидательные. Почему? Что за хлеб у детей и что за это псы? Хлеб у детей – это богоизбранный народ. Дети еврейские, люди – это богоизбранный народ. Тот народ, ради которого Господь пришел на эту землю. Эти дети. Этот хлеб – это слова жизни, это святое Евангелие. Это спасение. Это то, к чему пришел Господь. Дети – это те богоизбранный народ. А псы, может быть, жестоко сейчас говорю, эти слова тяжелые, это псы – это те народ непросвещенный, это язычники, которые были настолько гнусны своей верой, что даже были противны народу. И еврейский народ, видя это, всячески старался избегать, дабы самим не впасть в эту веру. Были моменты, которые, скажем так, потом отражались на еврейском, когда браки совершались, евреи брали в брак из среды языческих людей. Там евреи женились на язычниках, и потом появился такой народ, как самаряне, которые потом искажали веру. И зная об этом, и Господь, зная об этом, говорит, что отдавать псам, отдавать его тому народу, который в неведении, в язычестве. И вот эта женщина не обиделась на Господа. Она не оскорбилась, она наоборот смирилась. И это удивило Господа. Она говорит: да, Господи, Ты прав, но и псы едят крохи, падающие со стола Господ. Эти крохи – это те слова, которые, скажем так, я бы даже сказал,
вот как она почувствовала, она услышала о Господе, она услышала о том, что Он совершает чудеса, что Он непростой, что Он пророк, что она почувствовала своим сердцем, будучи еще не просвещенным, но материнским сердцем почувствовала, что от Него я получу утешение. Это непростые слова. Видать, даже я бы сказал, Дух Святой и ее коснулся. Вот эти крохи – это благодать Духа Святаго в качестве пронзила ее сердце и смирила ее. И она поняла, что вот эти крохи, вот эти слова, вот это доброе намерение, добрые воспоминания, добрые слухи о Господе – это и есть те крохи, которым она питалась. Она смирилась, она, скажем так, осознала, что да, я подобна тому псу, который я в неведении, но тем не менее, как собака, которая любит своего хозяина, она ждет от него утешения куска хлеба или там той же косточки. И она понимает, что вот эти крохи, вот это благодатное состояние, память, доброе слово поможет мне. Я псина, я недостойная, но ты все равно снизойди ко мне. Дай мне вот эти крохи, дай мне вот эту, скажем так, дай мне частичку от себя, и я буду довольна. И Господь отвечает, удивляется. Вообще Господа редко чем можно удивить, но Господь удивляется, говорит: «О, женщина, велика вера твоя». Она, смирившись, она, осознав, вот это смирение, наверное, побудило ее еще больше просить за свою дочь. Когда кричала за Господом, она была неотступна. Евангелие нас учит одному, чтобы мы понимали, что всякий раз, когда мы становимся на молитву или на общение с Господом, не нужно думать, что мы с первого раза будем услышаны Господом. Господь слышит, но не сразу дает. И это глубоко назидательно для нас, чтобы мы в дальнейшем были истовы в молитве, часто просили, скажем так, чтобы имели твердое упование. И всякий раз, когда мы не один раз просим, когда Господь сказал в Евангелии: «Просите, и дано будет вам», Он не сказал: «Просите один раз». Он подчеркнул: «Просите». Значит, имеется в виду и один раз, и много раз. Дано будет вам. Я слышу вас, я вас не оставлю. Так и тут. Он научил ее быть истовой в прошении, чтобы ее прошение было, скажем так, заработано ею же самою. Ответ на ее прошение. И вот всякий раз, когда она кричала, она, можно сказать, выражала свою боль. «Помоги, потому что моя дочь страдает». Вот представьте себе, да, вот какой человек должен быть. У нас в жизни так бывает. Когда страдают наши родные и близкие, нам тяжело больше, нежели когда страдаем мы сами. Видеть то, что страдают наши близкие, наши родители, наши дети. И вот человек готов на все, лишь бы помочь тому, кто страждет. Вот эта женщина, она сделала, она смирилась, как говорят у нас в Гагаузии, колдаша. Она снизошла, она поняла, что да, я виновата, да, я такой, какой ты меня называешь. Но все равно ты прояви милосердие, как хозяин проявляет милосердие даже к псам. Dilisle alma yekme uşaklardan da doyurma köpeklere pek derin bir fikir. Doğru söylediniz. Sağ olun Dmitri. Yani böyle derinden açıkladınız bu evangeliyi. Nece biliriz, her yıl Küçük ayın 15'inde Ortodoks Hristiyanları bir büyük yoğurtuyu sahabinin karşılamasını Rusça demez Streteniya Господня tutarlar. Bu yıl 2024 yılda yoğurtu gelen Perşembe gününe düşer. Bugün yılın 12 büyük yoğurtların aralarına girer. Hangisi koyulu anmak için nasıl küçücük sahabeyi 40. gününde büyük kız Maria hem Iosif Yerusalim Kilisesi'ne getirdiler.
Bu olay oldu Yeni Zavet'in historiyasının çekitmesinde. Kilise kağıtlarının yazılarına göre onları karşıladığı bir ihtiyar kilise hizmetçisi Simeon angısına ayuzlu duh haberledi. Hani o ölmeyecek, ta görmeyince dünyanın kurtarıcısını dalezden öyle de oldu. Dmitri Yakışarsı tadirinden anladasınız bu önemli olay için. Buyurunuz. Спасибо большое. Вы знаете, Сретение Господне – один из величайших праздников встречи Бога с человеком. Праздник, который установила Святая Церковь, связанный с жизнью самого Спасителя, с становлением Его в деле спасения для всего рода человеческого. И для этого мы тоже обратимся к страницам Священного Писания, где тоже говорится об этом прекрасном событии. Говорит Господь в то время: «Когда исполнились дни очищения по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господом, как написано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложе сна, был посвящен Господу, чтобы принести в жертву пореченному в законе Господнем 2 горлицы или 2 птенцов голубиных». Эти слова ясно потихонечку нам раскрывают суть праздника. Всякий младенец в еврейском народе должен был по закону Моисея посвящен Богу. С этим есть обоснование. Этому есть обоснование еще в Ветхом Завете. Когда в Египте, будучи движимый Духом Святым, Моисей по повелению Божьему должен был вывести народ из Египта, а фараон, исполнившись жестокосердия, жестокости, не хотел отпускать этот народ, то сам Господь наслал на египтян казни египетские. Эти казни были страшны. 10 казней. И последняя казнь – это то, что ангел Божий пройдет по всем домам, и где не будет повеления того, что было повелено от Господа Моисеем, чтобы ели Пасху, то есть закололи пасхального агнца евреи и помазали косяки дверей кровью. Это было, скажем так, неким знаком того, что здесь находятся люди, которые верующие, которые богобоязненные. И вот они, исполнившись этого, они мазали косяки дверей с кровью агнца, и в ночь, пасхальную ночь, ангел Божий, ангел устрашающий прошел. И где не было этого помазания, там было поражение как скота, так и потомства. Поражались даже младенцы, языческие дети умирали. И вот помня об этом событии, что Господь пощадил еврейских детей, а языческих детей истребил, еврейский народ исполнял повеление Моисея. Всякого младенца как бы возвращал в долг этому за то, что ваши дети были пощадены, а эти дети были наказаны. Вы мне должны, как будто говорит Господь. И вот все дети были обязаны принести, чтобы родители их принесли и посвятить Богу, как будто вернуть долг. Вот эти дети посвящались Богу.
И вот Царица Небесная, она была чиста, конечно, она была непорочной, она не нуждалась ни в каком очищении. По сегодняшний день, исполнившись 40 дней, всякая жена приходит в церковь для того, чтобы священник над ней совершил молитвословие, и для того, чтобы она могла войти в церковь и причаститься святых христовых тайн. А Пресвятая Богородица, она была чиста, она не нуждалась в очищении, но она исполнила закон, который было повелено Богом посвятить этих детей. Вот она приносит этого ребенка, приносит для того, чтобы исполнить. Так и в тропарях, так и в молитвах именуется, что дабы исполнить закон. Вот написано, когда исполнились дни очищения по закону Моисея, принесли его в Иерусалим для того, чтобы представить перед Господом. И чтобы принести в жертву по реченному в законе Господнем 2 горлицы и 2 птенцов голубиных. Это жертва, установленная Господом, установленная по степени, скажем так, если есть возможность. Жертва могла быть и крупнее. Мог бы быть и агнец, мог бы быть и телец. Но в зависимости по возможности. Если не имел возможность человек принести ягненка или тельца, он мог принести даже птенцов голубиных. Птенцы голубиные – это тоже. И вот священник ставил этих птенцов на голубинах, ставил большой жертвенник, где эти птицы сжигались полностью, не оставаясь даже ничего не оставалось. Оставался один пепел. Стретение çevirme Slavyan dilinden buluşmak sayılır. Kilise hizmetçisi Simeon yazılara göre yaşamış yakın 300 yıl. Neçinki ayızdı haberlediydi. Hani o ölmeyecek ta görmeyince dünyanın kurtarıcısını. Dmitri, kim o ayızlı duh? Hangisi haberledi kilise hizmetçisine Simeon'a? Hani o ölmeyecek ta görmeyince dünyanın kurtarıcısını. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно немножечко понять, что же было на самом деле в то время. Люди всегда, особенно к тому времени, были движимы особо чаянием, ожиданием теплым для того, чтобы в мир придет Спаситель, который избавит их от страданий, избавит их от того угнетения, которым подвергался народ, богоизбранный народ. И они ждали утехи Израилеву, как они называли. Каждый человек думал, что даже через него придет в мир Мессия. И вот этот Симеон, чтобы понять, что за Святой Дух, кто это Святой Дух, нужно понимать, кто такой был Симеон. Симеон был переводчиком Священного Писания. Он состоял, предание говорит, что он был один из 70 толковников и переводчиков, которые переводили Священное Писание на другие языки, на греческий. Так вот, есть один момент. Пророк Исаия говорит, пророчествуя о Пресвятой Богородице и о рождении Спасителя, он говорит так, что «Се дева примет во чреве и родит сына, и нарекут его имя Эммануил», что значит «с нами Бог». То есть дева родит сына. Симеон думает по-человечески. Как это так? Будучи девой, можно родить человека. И он берет помарку и старается... Дело в том, что книги писались на коже, и он старается соскобить, стереть вот это слово «дева», как бы думая, что это ошибка, и написать «жена». Ангел Божий является ему в этот момент и хватывает его руку и говорит: «Оставь так, как там написано, и ничего не исправляй». И он недоумевает, как это может быть. Ангел Божий ему говорит, что ты не умрешь, пока не увидишь того, что написано.
И вот он с того момента прожил еще более 250 лет. И всякий раз он, наверное, больше всех был движим вот этим чаянием. Он хотел увидеть то, ради чего придет Господь, ради спасения. Он ждал, предание говорит, что он даже выходил каждый день в храм Божий, приходил для того, чтобы понять, пришел ли, а не пришел ли. И вот это чаяние побуждало его приходить. И в один момент он исполнился Духа Святаго. Это был, понимаете, это не был простой какой-то момент, как обычно, что он выходил. Его что-то побуждало: иди в храм, иди в храм. И вот это внутри, в сердце его, в душе горело, и он хотел идти в храм еще больше. Это Дух Святой, который все животворит, всем дышит. То есть Господь, тот же Бог, Дух Святой – это тот же Бог. Он, побуждаемый Богом, в этот момент еще больше хочет идти в храм. Не как обычно, а он чувствует, что что-то произойдет, что-то сбудется, что-то непростое, что меня побуждает идти сейчас. То есть сам Господь, Дух Святой, его внушил ему в сердце, внутри его. И вот он идет в этот храм, и он видит Пресвятую Богородицу, видит семейство, видит младенца. Дмитрий, с тем, что мен сау olun gene getirdiniz Сретение Господне иконасына bizim студиямыза. İsterim tadirinden bizim seyredicilerine, bizim misafirlere anlatman ve söylemeye bırakık bu ikon için sanırım yardımcı olacaksınız bana. Sahabenin karşılamasının ikonasının ortasında Panaya hem de Kilise hizmetçisi Simeon. Yeni ikonu sarılı rubalarla ellerle kabrederler küçücük Hristosu. Benim kolegalarım bence yakından versinler bu ikonu yakışarsa. Simon'un sağ tarafında varınca görme prorочица Anna'yı. Hep necada o bekler de kurtarıcının gelmesini. Panaya'nın sol tarafında ise Iosif, hangisinin elinde kletka iki guguşla. Dmitri, yakışarsa da anladasınız bu iki guguşun rolleri için ayrı. Можно и ответить и про голубей. Вот вы задали конкретно. Эти голуби – это то, что заповедано, как я уже говорил, жертва, которую обязаны были принести родители за своего младенца, которого приносят в храм для того, чтобы исполнить его посвященным Богу. На этой иконе очень красиво показано вот событие, что Пресвятая Богородица и Симеон, встретившись с благоговением, с кротостью, понимая, кто перед ними, а что у них в руках сейчас не простой человек, а Мессия, с кротостью передают друг другу младенца. Пресвятая Богородица с кротостью его передает Симеону, а Симеон со страхом и трепетом принимает его в свои руки и говорит слова, которые исполнили. И по сегодняшний день Церковь Святая поет эти слова на всякий раз на вечернем богослужении. Говорит такие слова, что «Ныне отпускаешь меня, раба Твоего, Владыка, по слову Твоему с миром, ибо видели мои глаза спасение Твое, спасение для всего Израиля». То есть он, взяв в руки младенца, он понял, что исполнилось сейчас пророчество, исполнилось сейчас то, ради чего он жил столько много лет, и чего он ждал, ради чего трепетал. Пресвятая Богородица с кротостью ему дает, он с кротостью это принимает. Поверьте мне, этот трепет, наверное, нельзя описать то, чего они пережили. И праведный Иосиф, он, наверное, тоже понимал это, но до конца не мог осознать,
что сейчас происходит. И он занят тем, что он хочет исполнить закон. Он приносит этих птенцов голубиных. А сзади праведного Симеона праведная Анна, дочь Фануилева. Она, оставившись вдовой после 7 лет совместной жизни со своим мужем, прожила более полувека в церкви. Представьте себе, каково это – жить в церкви, жить и тоже быть движимой тем, что придет в мир спасения, утеха, утешение. Обретается смысл жизни. Обретается то, что жизнь не прекратится. И вот она тоже, побуждаемая Духом Святым, почувствовала и пришла и увидела, ради чего ждала это событие. Адамета елбетке бұл лайчын варынжа анатма таачук, зевежим пек чөк язлы кресеке атларында. Ама bizim программамыз яклашты сонуна истем табір сәсе сөйлеме чөк саулын. Ане болдыңыз вақытта келдіңіз бүйін яздық табір Дин Руху программасына. Спасибо большое. От всей души благодарю. Saygılı seyircilerim, Gagauzyan yaşayanlar tabir sistem getirmesine aklınıza. Hani bugün bizde stüdyoda bulundu. Komrat kasabasının Ayuzlu Ioanna Предтеча adına kilisesinin hizmetçisi Dmitri Tanasoglu. Hem de sistem getirmesine aklınıza, hem de tabir söyleme, çizgileme. Hani bizim programımız Din Ruhu çıkır cumartesi hem pazar günlerinde. Onun için biz savaşırız, hafta arası yurtlar, anglar düşer, açıklama nasıl bugün de açıkladık. Стретения Господня yurtusu için angısı gelen Perşembe günde fevralın 12'sinde bakılacak. Saygılı seyirciler, unutmayın, hani bu yurtu girer yılın 12 en büyük yurtların aralarına. Kalın bizimle kalın, GRT kanalında.